Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня погадаем на вас, а тема звучит так. День и час, когда в вашей жизни случится мощный прорыв. Перемена, да, либо получение того, чего вы хотите. Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, мои хорошие, здесь какая-то эпическая картина вашей борьбы за ваше будущее. За ваше будущее и будущее ваших, допустим, детей, близких, вот, любимых вами людей. Здесь очень много отсылок к вашему прошлому, к тем неудачам, бедам, проблемам, помехам, которые вас просто преследовали долгие-долгие, не знаю, месяцы, либо даже годы. Да, вот как-то не было легкости, не было открытых дверей. Да, все нужно было брать, не знаю, напором, с боем, добиваться. Ничего легко вам не давалось. Ничегошеньки. Как-то мало было в вашей жизни позитива, хороших людей было мало. Возможностей практически не было. За каждую возможность нужно было просто, не знаю, драться, сражаться. Вот прям по крупицам как будто бы собирали вы свою жизнь. Много в жизни неудач из-за каких-то людей, либо из-за какого-то конкретного человека. Знаете, как будто бы вот как воздействовали на вас. Воздействовать могли и психологически, и магически. У каждого была своя ситуация. Кто-то страдал из-за какого-то человека, либо по вине какого-то человека. Кому-то действительно могли там и порчу сделать, и, знаете, как это соперничество, конкуренция могла быть. Да, вот как жизнь вас била, люди били. По крайней мере, удары, да, вы на себе ощущали такие сильные, жесткие, болезненные удары от судьбы, либо от каких-то конкретных людей, конкретного человека. Но вы не сломались, и не прогнулись, тоже нет. Но вы только сильнее стали, намного сильнее, чем были раньше. Поменьше иллюзий у вас стало в жизни, не так вы стали легковерны, как были ранее. Людей, кстати, научились видеть не только насквозь, но и так, знаете, издалека уже видите, кто перед вами. Хороший человек, там, обманщик, мошенник, там, абьюзер, это вы все видите. Вас сейчас вообще невозможно обмануть. Невозможно. Кстати, еще один момент, то, что вы немножко закрылись. Да, такие учителя были жесткие, что вы от людей немножко закрылись. В ваш ближний круг очень сложно попасть. Вы не пускаете. Вы не хотите новых людей, вы боитесь новых людей. Либо они вам, в принципе, не интересны. Какая-то у вас своя устаканенная жизнь. Да, конечно, вы хотите улучшить свою жизнь. Особенно, вот я вижу, вы для своих близких, вот кого вы искренне любите, вот тут вы готовы и тело, и душу отдать. И, скорее всего, так и делаете, отдаете. Да? Может быть, на вас вся семья. Либо вы... такой человек, может быть, вы какой-то благотворительностью занимаетесь, может быть, вы не людям помогаете, допустим, животным, да, вот какая-то ответственность, повышенная ответственность у вас чувствуется. В последнее время вы на себя как рукой махнули, либо такие обстоятельства в жизни, да, такой выбор вам пришлось сделать, не для себя, не за себя, а за других, да, либо для других вы живете. Но, мои хорошие, прорыв вам здесь по судьбе. Он идет по судьбе, и он уже прописан в вашей судьбе. То, что вы пережили, то, что вам пришлось пройти,
Это была часть вашей кармы. Часть вашей кармы. У вас всегда был выбор: сдаться либо бороться. Вы всегда выбирали бороться. И вы молодец. Вот этой борьбой вы свою карму закрыли и карму своего рода. Кто меня смотрит, и вы, например, старший ребенок в семье, либо вы старшая дочь, либо старший сын, вот вы несли на себе карму своего рода. Если вы там средний ребенок, либо там вторая девочка, второй мальчик в семье, то здесь именно была лично ваша карма. То есть за прошлое воплощение вы несли ответственность, закрывали какие-то свои огрехи, закрывали какие-то свои промахи. Но в любом случае, вот что я сейчас вижу, я вижу человека, который просто вот по ступеням, таким крутым ступеням взбирается на свою вершину. Здесь идет резкая перемена в вашей жизни, очень резкая. Да, может быть, под воздействием каких-то обстоятельств, может быть, вы и не хотите особо что-то резко менять, но время пришло. Время перемен, оно пришло. Здесь вышло число, и число это 25. Либо это через 25 дней после просмотра этого видео, либо это 25 число, допустим, следующего месяца, либо через месяц. Да? То есть у вас именно показали число. Время не показали, то есть время года, месяц не показали. Показали конкретное число 25. Либо 25 дней, либо 25 число, либо следующего месяца, либо через месяц. Но я ставила временные рамки до конца этого года. Сейчас у нас октябрь, то есть получается еще будет 25 октября, 25 ноября и 25 декабря. То есть ориентируйтесь именно на 25 число, либо 25 дней. Число четко показали. Здесь прям ключ вышел на это число. Он даже разделяет две цифры, и между двумя цифрами стоит ключ. То есть что-то вам откроется, причем резко откроется. Вот как открыть дверь, да, открыть замок со звуком, со скрипом, я не знаю, с какими-то щелчками. То есть грандиозное событие произойдет. Здесь, смотрите, как огонь разгорается, как искры полетят во все стороны. Не пугайтесь, огня не будет. Нет, это вот прям показали, что зажигается свет, да? Появляется и свет, и тепло. И вот эти искры, это радость. Это радость от того, что с вами это происходит. Грандиозное событие. К сожалению, а может быть и к радости, да, не показали конкретику, потому что вы все разные. Меня смотрят и мужчины, и женщины, люди разных возрастов, из разных стран, понимаете? Вот тема, да, не совсем для общего гадания, но тем не менее показали цифру, день, да, то есть число показали и показали, как это будет для вас, ваши ощущения показали. Еще очень важный момент, который вы должны для себя знать. Здесь как судьба встать с колен. То есть я понимаю, что это может быть обидно для кого-то прозвучит, но сейчас вы движетесь по жизни, но движетесь как-то на коленях. Вот, да, идти на коленях. Не ногами, не ступнями ступать, а вот на коленях. Это неудобно, это больно и вообще неприятно. Да? Вот ваше движение по жизни сейчас, оно как будто бы на коленях. Но вам суждено встать с колен, встать, выпрямиться в полный рост и пойти вот прям такой, знаете, бодрой поступью вперед по жизни. Вот что вам суждено. Кто бы вас ни пытался ставить на колени, там, люди, обстоятельства, там, что угодно может быть, да, вы от всего этого избавитесь, и вы пойдете, мои хорошие. Кто тут готовится и говорит: ой, все, сколько мне тут осталось, да, видно, жизнь моя там подошла к финальной черте, вы ошибаетесь. Здесь у человека, вот кто зашел на мотивку, да, у людей, здесь жизнь очень долгая и очень насыщенная идет. У вас как часть жизни была достаточно проблематичная, как бы в темноте, в тумане выходили. А следующая часть, да, следующий этап вашей жизни, он прям в солнечных лучах, да, в таких теплых, приятных, ярких солнечных лучах. Вы на пороге этого события. Видите, ключ, который вам откроет эту жизнь в солнечных лучах.
выход из тьмы, выход из этого тумана, не знаю, там дыма, из чего там, из ада, да, выход из этого ада в новую счастливую жизнь. И еще я хочу вас предупредить. Накануне этого мощного прорыва, буквально там за 5-3 дня, будут сгущаться тучи над вами. Будут какие-то особо такие вот невеселые дни, ну мягко скажу, невеселые. Будет казаться, что все, лечу в пропасть, лечу в тартарары. Либо меня там через мясорубку пропускают, да, в жернова попало. Вот когда вы почувствуете это, не спешите расстраиваться, а порадуйтесь, потому что это и есть момент вашего перехода. Это и есть момент вашего мощного прорыва в вашей жизни и в вашей судьбе. Знаете, как говорят, перед рассветом самое темное время суток. Вот оно у вас идет перед вашим мощным прорывом. Прям будет казаться, что со всех сторон поджимают. Прям плохо-плохо. Кто-то даже может заболеть и приболеть. Это именно момент перехода. Он именно вот такими событиями будет сопровождаться. Бояться вам нечего. Я же говорю, не переживайте, не расстраивайтесь. Знайте, что это вот прям предзнаменование того, что сейчас я избавлюсь от всех этих неприятностей, бед и от проблем в своей жизни. Чего бы ни касались, кого бы ни касались, опять же, вы все разные. Здесь нет конкретики, понимаете? Здесь общие знаки, потому что большое количество людей будет смотреть это видео. Что точно я вам могу сказать? Что вам понравится этот прорыв. Очень понравится. Так, и еще. Здесь несколько предсказаний, таких более мелкого характера. Они касаются не вас, а касаются каких-то людей, да, вам знакомых людей, ваших близких людей. Одно предсказание касается мужчины. Опять же, муж, отец, брат, сын, да, у кого как отыграется. Здесь мужчина, который находит себя, либо находит свое место под солнцем, так можно сказать. Мужчина, знаете, как становится у руля своей жизни. Опять же, это может касаться конкретно жизни и судьбы, и может касаться, например, работы, деятельности. То есть мужчина себя найдет. Это случится со следующим новолунием, да, когда вот новый месяц. После новолуния мужчину ждут очень такие хорошие события, перемены. И я вижу, что вы будете безумно этому радоваться. И вижу, что этот мужчина будет вам помогать. Помогать, причем финансово. Денежка, понимаете, больше зарабатывать, больше вам денег давать, не знаю, там приедет, будет рядом с вами жить, да, у каждого по-своему отыграется. Я вижу, что он становится за руль своей жизни, да, и вам от этого большая радость и деньга приходят. Про любовь не вижу, говорить не буду, но деньга точно вам придет от этого мужчины. Но опять же, большая радость. Еще один важный момент – это по поводу какого-то неприятного для вас человека. Человек как заноза, причем заноза в вашем сердце. То есть от этого человека постоянно какая-то боль, страдания, переживания, либо неприятности большие. Это какой-то конкретный человек. Вы эту занозу из сердца своего вынимаете. Вынимаете, понимаете, собственными ручками. Так возьмете и выймите. Избавитесь вы от этого человека, какое-то действие вы совершите, поступок, действие, которое поможет вам раз и навсегда избавиться от этого человека, либо избавиться от того влияния, которое этот человек на вас оказывает. Я не могу сказать, кто, мужчина, женщина, все разные люди меня смотрят. И я не могу сказать, что вы сделаете, но вы это точно сделаете. И сделаете вы это до момента вашего прорыва. То есть в новый этап своей жизни вы пойдете без этого недоброжелателя, врага, не знаю, там, конкурента, кто он там вам приходится, либо она. Без этого, без мысли об этом человеке, без негатива от этого человека. Но вы это сделаете. И еще по поводу личной жизни. Здесь личная жизнь в данный период времени – это как пустота. Либо ничего не происходит у вас в личном, да, в принципе нет никакой личной жизни. Либо был партнер, который вас полностью опустошил, да, вот вынял все эмоции, да, вот прям все забрал и исчез. Либо вы и ваша любовь сейчас на расстоянии находитесь, и между вами вот эта вот гнетущая тишина и пустота. Значит, мои хорошие,
В плане личной жизни у вас на роду написано любить и быть любимым либо любимой. Здесь как такового прорыва, вот что раз и чудо случилось, я не вижу. Потому что здесь уже все предусмотрено для каждого. Да? Для каждого идет своя дата, для каждого идет свой срок, и для каждого идет своя история счастливой любви. Смотрите, кто-то раньше, кто-то позже. Вот, кто беспокоится вопросами личной жизни, кто зашел на эту отсыпку, мои хорошие, вы должны для себя знать только одну вещь, что вам на роду написано любить и быть любимым, любимой, быть счастливым, либо счастливой. Это будет. Вы никуда от этого не денетесь, не спрячетесь и не уйдете. Поэтому не надо форсировать события, просто дождитесь своего срока, дождитесь своего времени. Это не прорыв, это данность, это то, что должно по-любому с вами случиться и с вами произойти. Вот, не переживайте за это. Так, мои хорошие, берегите, пожалуйста, себя. Ориентируйтесь на 25 число, либо отсчитайте срок 25 дней. Да? Вот здесь будут грандиозные события. Я предвестники этих событий вам описала. Да, вот прям совсем что-то будет такое происходить странное, необычное. Но это именно предвестники. После этого идет мощный прорыв, который озарит всю вашу дальнейшую и жизнь, и судьбу. 25 число, либо через 25 дней. Берегите, пожалуйста, себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.